Саумысыз, бүгін біздің бигрәк тә кызык кунаклар. Менә теге елны гына икәү килеп йөргәннәр иде штабка. Бу ел инде өчәү киләләр. Безнең иң мөһим йолдызыбыз Ясмина, ләкин аның күп эшләре бар, шуңа күрә ул бездән йөгереп китәдер хәзер бер 10 секундтан. Ясмина, саумысыз, сезнең исемегез? Чингис. Регина, исәнмесез. Как мы познакомились? Мы несколько раз видели друг друга, потом начали переписываться. По делу я создала сообщество бизнесменов, бизнесвумен. И вот мы периодически встречались и общались вместе. А потом уже встречи перешли в личного характера встречи. Ну, кстати, в Рамадан, по-моему, начали общаться. Кстати, да, начали общаться в Рамадан. Да, ну и Чингис, недолго думая, решил предложить мне выйти за него замуж. Через сколько? Это будет тайной. Прям вот, это Не мы помню. говорим о нескольких месяцах. Долго мы не ждали. Точнее, я не ждала долго. А как вообще это вот все сошлось в одном человеке, и и химия какая-то, и понимание, что это твой человек? Ну да, и химия, и взгляды, и мы очень много обсуждали будущее, как у нас будет сложено будущее, и взгляды совпали. Ае. Согласен. Все гладко шло. Ну, конечно, нет, были. Мы привыкали друг к другу, присматривались. Ну, после никаха уже, получается, знакомились подробнее. А вы сами откуда, каждый? Тубянкама, Нижнекамск, Ага. это Республика Татарстан. Я родился в Ташкенте, поэтому мне непривычно татарском говорить. Я немножко понимаю. Вот, но вот корни казанские. Ага, ну вы, Татарин. да, в штабе в Москве уже познакомились. Да. Да. У вас такой замечательный, прекрасный плод любви бегает по штабу, это вообще какое-то счастье. Зурбяхет. А что вот можете пожелать ребятам, которые приходят в штаб, тоже знакомиться друг с другом? Может, какие-то у вас есть уже по опыту лайфхаки или мысли на этот счет? Наверное, посещать больше мероприятий, общаться со многими людьми. И когда ходишь на большое количество мероприятий, то как-то так само собой складывается, что ты встречаешь своего человека. То есть дома сидеть не надо. Больше знакомиться, не быть скромным. Ну, в хорошем смысле этого слова. Не бояться общаться. Я бы, наверное, девушкам, сказала быть чуть-чуть попроще, хотя меня, наверное, могут прибить. Девчонки же. Вот, ну просто быть смелее, соглашусь с Чингизом, больше общаться, давать шанс молодому человеку, больше узнавать друг друга, узнавать ценности, не просто общаться, а прям глубже узнавать семейные ценности, какие цели, мечты у человека, это тоже о многом говорит. Да, конечно. А вы вот ребенка своего, будущих детей хотите интегрировать как-то в татарскую культуру? Очень хочется, стараемся, но сейчас у нас, к сожалению, практики говорить на татарском мало, соответственно, и родственники далеко, некуда в деревню отвезти ребенка на лето, чтобы приобщать к татарской культуре, к татарскому языку. Конечно, очень хочется, поэтому мы ее привели сегодня сюда, чтобы она познакомилась, какую-то татарскую речь немножко послушала. Ну, то есть так вот, по чуть-чуть каждый год приводить также в штаб татар, и чтобы она видела свои корни тоже, общалась, по чуть-чуть, может, что-то узнавала. Да, может быть, постепенно создастся бэби-штаб татар какой-нибудь для малышей. Үзегез тырышасызмы менә татарча сөйләшергә өйдә бала белән? Әйе, мин әни әти белән сөйләшәм татарча.
Чингиз белән не всегда. Ул татарча сөйләшми. Мина немножко неудобно татарча сөйләшергә. Алла бирса, бөтенебез тырышып, может, с каким-то чынапта бэйби-клуб белән штаб татарныкы белән без бергә Ясминәне татарча сөйләшергә өйрәндерербез әй. Рәхмәт сезнең килгәнегез өчен. Менә бөтенебез күрәбез плод любви какой можно создать, познакомившись здесь, в штабе. И прекрасная, замечательная семья. От вас прям веет такой энергетикой, теплой, уютной, настоящей. Спасибо вам большое еще раз. Карим, привет! Ты сегодня к нам пришел в штаб татар на ифтар. Как тебе вообще сегодняшнее мероприятие? Ты с кем-то познакомился здесь? С Алисой, с тобой. Я познакомился, было мне здесь мне здесь нравилось место, очень вкусно было, и я о многом узнал сегодня, и оказывается, есть знакомые здесь у моих тёть, еще кого-то там, и мне очень здесь понравилось. Ты на татарском говоришь? Да, мало. Мало говоришь. А хочешь научиться вообще татарскому языку? Не знаю пока. А ты хочешь сюда еще прийти? Да, если все мои знакомые сюда еще раз придут. Сіздің есіміңіз ничек була? Эльмира. Эльмира, бик шатмын таныш булырга. Менә без бүген җыелыштык штабта, татар штабында. Бүген шундый матур ифтар үткәрде штаб кешеләре, штаб активистлары. Бик рәхмәтлебез. Һәм менә әйтегез әле, сез Мәскәүдә тудыгызмы, я монда күчтегезме? Без бирек күчтек, 5 ел. 5 ел элек. Да. 5 ел торам. Сезгә менә татар мәдәнияте Мәскәүдә йетмиме? Андый нәрсәгә юкмы сездә? Менә миндә бар иде ул. Мин монда күчкәч тә ярты елдан соң бигрәк тә авыр булды. Татарлар булмагач, монда бик күп татар күрмәгәч. Без килдек Саратовдан, анда бездә татарлар бик күп, и бик күп бәйрәмнәр кайсыларда без булдык. Мәскәүдә татарлар алар бер-берсен белмиләр, и ничектер вот шулай разрозненно торалар. Вот, и, конечно, безгә ятмәде шул вот катнашу Мәскәүдә. Хәзер уже без таныштык, и уже беләбез татарларны, мәҗлесләргә йөридек, ифтарларга йөридек, үзебез чакырдык. Хәзер уже бездә шундый юктыр, вот как дефицит общения. Интегрировать детей в татарскую культуру у вас есть там желание, попытки, может быть, к этому ведущие? Ну, дочка не знала русский язык до 3 лет, потом пошла в садик, выучила за полгода виртуозно. Сын уже был маленький в Москве, когда мы переехали, и он начал на русском языке разговаривать. В Москве дефицит каких-то медресе. Если они есть, то они находятся далеко. И если, например, в регионе это может занять там 10-15 минут дорога, и это все под силу, это все рядом, то здесь ты едешь, чтобы куда-то его отдать, и у тебя встает выбор. Либо ты отдаешь в татарскую медресе, либо ты отдаешь на спорт. И это, конечно, печально, потому что нету каких-то онлайн-форматов. Я считаю, что в таком большом городе нужны онлайн-форматы для того, чтобы дети свой родной язык знали, и чтобы они могли на нем хотя бы разговаривать. А вы оба знаете с мужем татарский язык? Да. Дети не знают татарский язык хорошо, понимают. Старшая дочка знает язык. И говорит. Практики нету, поэтому говорит с трудом. А младший уже, наверное, как бы это не было печально, немножко уже обрусевший татарин. А как думаете, вот мин уйлыйм, бүтүн нәрсә барыр гаиләдән килә ул. Теге менә Башкортстанда яшәсәң дә, Татарстанда, брендый, менә Саратовның татар авылында яшәсәң дә, гаиләдә татарча сөйләшмәсәләр, балага бик авыр бирелә ул.
тел. Дөрес әйтәсез, потому что кашан без ирем белән лантуда бездә кызым беренче без татарча сөйләдек. Ул татарча сөйләде. Әбисе, бабасы берше без татарча сөйләдек, и ул татар телен белде бик яхшы. Кашан олом туды, без уже Мәскәүдә тордык, и тел татарча, руша, анан урысча күбрәк. И, конечно, это неправильно. Дөрес түгел шулай. Почему вот тогда такая тенденция, что это может под гнетом какого-то общества, или родители переживают, что ребенок будет плохо по-русски говорить, если он будет знать татарский язык? Почему вот сейчас все меньше и меньше становится такой тенденции, чтобы обучать ребенка родному языку? Ну, наверное, идет в основном от того, какой образ жизни ты ведешь. То есть, если мы разговаривали на татарском, у нас дочка жила в этой среде, она разговаривала на татарском. Когда был сын с нами, у нас уже не было бабушек, не было дедушек, они все в другом городе. И действительно был страх, что он пойдет, его не поймут, что над ним будут смеяться, что он не сможет общаться. И мы уже разговаривали на русском языке в его присутствии и подумали, что мы еще успеем выучить татарский, потому что русский — это грамотное письмо, это образование и какие-то такие вот, наверное, неправильно сказать, первостепенные потребности, но тем не менее живем в России. Yeah. Вот. Со старшей дочерью таких страхов не было. Вот, проблема в страхе. И мне кажется, это самое такое большое заблуждение среди семей татарских, что вот ребенок не будет достаточно хорошо знать второй язык, вот русский, если он будет знать родной. Потому что дети же, они как губки, они впитывают гораздо легче, чем мы. Хотелось бы очень, чтобы было каких-то больше татарских, не знаю, или сообществ, или кружков, или мест, куда ты мог бы окунуть в родную среду ребенка, помимо семьи. Обязательно. То есть первостепенно это семья, однозначно. Но чтобы это еще где-то были, то есть ребенок видел, что он может быть понятый, он может разговаривать на родном языке еще с кем-то из сверстников. Вот этого в Москве не хватает очень сильно. А вот скажите, вот с высоты нынешнего опыта вообще совет какой-нибудь будущим родителям или вот нынешним только-только ставшим родителям татарам, которые, вот, возможно, тоже боятся каких-то предрассудков, или что ребенок не будет знать хорошо другие языки, там, русский язык. Действительно ли это так? Или реально вполне себе и можно было бы ребенка научить и татарскому языку, и русскому? Совет будущим родителям — не откладывать изучение языка, но потом разговаривать в семье на родном языке, потому что, живя в России, нет вероятности того, что ребенок не будет знать русский. Он в любом случае его выучит и будет грамотно разговаривать на русском языке. А вот дать татарский язык потом — это такой ящик Пандоры, потому что этого потом может просто не случиться, к сожалению. Ничек сезге бүгүнкү чора? Ифтар бик ошады, бик тәмле иде, мулла да ошады, шундай сүзләр матур сөйләде безгә иде бик тә интересно тыңларга үзләрен. Кызлар белән дә без сөйләшеп утырдык, сеңелем белән күрештек. Рамазан аенда да күрешәбез. Частарак. Вот. Сөйләшегез татарча, яратыгыз телегезне. Бер-берегезне. Бер-берегезне. Рамазан айы мүбәрәк булсын. Зур рәхмәт сезгә. Сезгә дә рәхмәт.